Слово для выступления предоставляется представителю президента и кабинета министров Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Уважаемый суд, уважаемые судьи, по делу ходатайства гражданки Курманбаева о проверке соответствия части 2 статьи 71 Уголовного кодекса, частям 24 статьи 23, части 1 статьи 61 и части 2 статьи 62 Конституции, полагаем, что доводы заявителя о несоответствии части 2 статьи 71 вышеуказанным нормам Конституции являются необоснованным по следующим основаниям. Частями 24 статьи 23 Конституции определено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией, законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свобод. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Часть 4 говорит, что законом не могут установиться ограничения прав и свобод человека в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией. В этой связи следует отметить, что пунктом 7 статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса, далее УПК, установлено, что одной из задач уголовного судопроизводства является обеспечение возмещения материального ущерба и морального вреда. В совокупном развитии этого подхода нормы, указанные в статье 71, относятся к принудительным мерам уголовного права воздействия, преследующие цели предупреждения преступлений. Вот, переходя к ходатайству гражданки Курманбаевой, до 1 января, до введения в действие Кодекса 2017 года, Кодекса 2021 года, вообще ограничений каких-либо по взысканию материального. Материально это должно было подтверждено быть документами, морального никаких ограничений не было. Суды, местные суды руководствуются в целом постановлением Пленума, на которое мы ссылались. Соответственно, ограничений не было. То есть были случаи, когда моральный вред взыскивался и 500 тысяч, то есть никаких ограничений. Все это было связано судейское усмотрение. Суды вправе были ссылаться на нормы гражданского закона, уголовные суды могли ссылаться на нормы гражданского кодекса и взыскивать суммы, исходя на основании закона и личных убеждений судьи. То есть судопроизводство осуществлялось так: был гражданский истец, то есть все рассматривалось и было отдано ведение, скажем, уголовного судопроизводства, там и взыскивался и материальный, и моральный вред. Материально подтвержден должен быть документы, морально это была чисто тяжесть, обстоятельства дела. Но с 1 января 2019 года вступил в новый кодекс, утратив силу предыдущий, и в этом кодексе впервые было исключено понятие гражданского иска, и, как сегодня вот уже передо мной выступающие судьи, уважаемые судьи говорили, была введена часть 10 статьи 40. То есть это 40 статья УПК регламентирует права, обязанности потерпевшего, и в том числе часть 10 говорит, что в случае невозможности возмещения вреда за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного, возмещения материального ущерба потерпевшим производится за счет специализированного фонда. То есть впервые в законодательстве Кыргызской Республики государство на себя взяло ответственность частичного возмещения ущерба в порядке ущерба потерпевшим, хотя государство в данном случае как выступает, скажем так, как стороной, в порядке, определяемом Кабинетом министров Кыргызской Республики. То есть государство впервые на себя взяло ответственность, то хотя бы частично компенсировать вред, причиненный, например, теми же лицами, которые, совершив тяжкие, особо тяжкие преступления, осуждаются к длительным срокам, пожизненному лишению свободы, и, соответственно, отсутствует возможность какой-то компенсации для потерпевших. Соответственно, государство в зависимости от своих возможностей взяла на себя ответственность как-то частично возместить ущерб потерпевшим. Соответственно, возникла необходимость об установлении каких-то критериев. То есть 71 статья, часть 2 говорит о том, что ущерб возмещается от 5000 до 100 тысяч. И, соответственно, это взаимосвязанные нормы, поэтому
с введением специализированного фонда, соответственно, появилась необходимость установления ограничений морального вреда. Да? В материальном части, если она подтверждается документами, там ограничений нет. Поэтому наша позиция считается, что данное введение ограничений, она не противоречит Конституции, при этом, что гражданин вправе, если он не удовлетворен решением уголовного суда, обратиться в гражданском порядке, в порядке гражданского суда производства на основании статьи 16, 1028 и дополнительно взыскать. И для основания для обращения, конечно, будет являться приговор уголовного суда. В связи с этим мы считаем, что в данном случае противоречия нет, но действительно, что данная норма внешне выглядит, что какое-то ограничение есть, но это я объяснил уважаемому суду, что это связано с тем, что государство на себя взяло частичную ответственность за возмещение морального ущерба. Действительно, если бы не было бы ограничений, большие иски государство не имело бы возможности. В данном случае она будет исходить из того, что, мне кажется, это вопросы относятся к кабинету, но это связано с теми людьми, которые сильно пострадали, которые нуждаются в денежной поддержке, скажем так. И это государство, на себя взяв эти обязательства, соответственно, установило ограничения. Также мы говорим, что по части 1 статьи 61 Конституции каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, международными договорами, участниками которых является Кыргызская республика, общепризнанными принципами. В соответствии с частями 3-4 части 1 Уголовного кодекса целями являются охрана прав и свобод личности, собственности, общественного порядка, общества, государства, окружающей среды, конституционного строя от преступных посягательств, обеспечение меры безопасности. То есть задачи предупреждения преступлений, восстановления справедливости, нарушенные преступления, то есть является определение принципов уголовной ответственности, оснований уголовной ответственности, признаков общего понятия преступления, круга общественно опасных. То есть, учитывая эти положения, изложенные в пункте 1 настоящего заключения, полагаем, что судебная защита прав и свобод согласно действующим нормам уголовного, уголовно-процессуального, гражданского кодексов гарантирует каждому человеку полную защиту, да, его прав, его конституционного, закрепленных его в Конституции прав и обязанностей. С учетом изложенного мы считаем, что доводы гражданки Курманбаевой, которые она приводит, с учетом наших изложенных позиций, она не противоречит нашей Конституции. Спасибо.